Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодня будем решать задачи с Мясникова. Они относительно простые, но кому как. Это задача номер 30. Это кинематика. Сначала я прочту вам условия, затем мы допишем дано решение и ответ. Условие будет также у вас на экранах. Читаю. Поезд, идущий по горизонтальному участку пути со скоростью 36 км в час, начинает двигаться равноускоренно и проходит 600 метров, имея в конце участка 45 км в час. Определите ускорение и время равноускоренного движения. Номер 30. Кинематика. V1 это у нас начальная скорость 10 метров в секунду. V2 у нас 45 км в час, 12,5 метров в секунду. И путь 600 метров. Нам нужно найти ускорение. Мы можем использовать следующую формулу. 2AL равно v квадрате, v2 в квадрате минус v1 в квадрате. Отсюда нам нужно найти только А. А для этого переносим 2L вниз. Теперь остался самый простой момент – подставить числа и решить. Ответ у нас выйдет примерно 2 hours later. 0,5 метр в секунду в квадрате. Я в голове это решил, это очень просто, вы тоже попробуйте. Вот. Серьезно? Да. Ответ у нас будет метр в секунду. И время равно ускорению движения. Время мы можем найти. Нам нужно найти t. Для этого используем следующую формулу. А равно v2 минус v1 деленное на t. Отсюда t находим. Это будет это примерно получается 53 секунды. И здесь дописываем наш ответ. Все. Решаем задачу номер 31. Кинематика. Звучит она вот так. По одному направлению из одной точки одновременно выпущены два тела. Первое тело движется равномерно со скоростью 98 метров в секунду, а второе движется без начальной скорости, но с ускорением 9,8 метров в секунду в квадрате. Через какое время второе тело догонит первое? Пишем условия. Скорость первого 98 метров в секунду. Метр в секунду. Ускорение второго. И скорость второго. И нам нужно найти только время. Время чего? Время, когда они встретятся. Делаем координатную прямую. Из точки А стартуют два тела. Со скоростью v1 и со скоростью v2. Второе тело не имеет начальной скорости, но оно движется с ускорением. Для каждого из них
Э, Пишем уравнение движения. Для первого тела оно будет выглядеть вот так. x1 равно v1 на t. Так как он у нас движется равномерно, прямолинейно. А для второго мы пишем следующее. Так как он не имеет начальной скорости, мы пишем at квадрат пополам. Так как они встретятся в одной точке, мы приравниваем между собой x1 и x2. Это у нас условия встречи. Затем нам нужно найти, так как нам нужно найти время, мы подставляем v1t и at квадрат пополам. У нас получается простое уравнение, где нам нужно найти только t. В этом случае у нас здесь t сокращается, и мы можем 2 перенести сюда. Получается 2v1 at. Здесь t находим. Здесь сокращается. Здесь получается 10, здесь 1. 2 умножаем на 10, получается 20. 20 секунд. И нашим ответом будет t равно 20 секунд. Это значит, что второе тело догонит первое ровно через 20 секунд.